Эти сокровища принадлежат сарматам. В бескрайней и молчаливой степи 2000 лет золото сохраняло тайны затерянного в веках народа. Людей всегда восхищали свойства этого таинственного металла. Веками он считался даром богов, освященным солнцем. Золото с его удивительной способностью отражать солнечный свет, принимать причудливые формы при ковке и литье, проявлять чеканные рельефы, свиваться в нити причудливых узоров, как нельзя лучше подходило для удовлетворения самых возвышенных стремлений. Блеск золотых украшений завораживает, пленит сложностью искусного рисунка. Сюжет, запечатленный древним мастером, заставляет пристально всмотреться в драматургию сцен. Бесценные сокровища приоткрывают тайны великого кочевого народа, имя которому – сарматы. Великая Евразийская степь протянулась на тысячи километров. От границ Китая на востоке до Дуная на западе, окаймленная с севера сибирской тайгой, а с юга – горными хребтами. В течение столетий она была естественным сухопутным маршрутом, который связал Европу с далеким Востоком. Евразийская степь стала колыбелью целой цепочки кочевых культур, рожденных на просторах Азии. Одни сменяли других. Более молодые, агрессивные народы отвоевывали у соседей право быть первыми и доминировать в бескрайних степях. Азовский музей совместно с Южным научным центром Российской академии наук проводит масштабные археологические исследования. Специалисты изучают культуры кочевников, пути их миграции, особенности быта и религиозных представлений. Экспедиции историков и археологов ведут напряженный поиск остатков былых культур. Сарматы – загадочный народ. Он менее известен, чем их предшественники – скифы. Сарматы – это новая часть, новая страница европейской истории. Это народы, которые обитали в Восточной Европе, которые активно участвовали в событиях политических на границах Римской империи, которые доходили в своих походах до Апеннинского полуострова, которые доходили до Иберии, которые организовали даже самостоятельное царство в центре Франции. И вот эта культура, которая известна была фрагментами из письменных источников, вдруг начинает обретать реальные очертания. Вторая половина первого тысячелетия до нашей эры. Эпоха расцвета античной культуры. До рождения Христа осталось менее 400 лет. Племена сарматов быстро и решительно оттесняют в Тавриду, современный Крым, доминировавших до них скифов. Установив свое господство в европейских степях, сарматы приобретают славу одного из наиболее могущественных кочевых народов древнего мира. Кто эти смелые люди? И что мы знаем о них? Кочевники приходят в Европу из глубин Центральной Азии. Известно несколько волн вторжений. Миграционные волны шли из внутренней Азии на юг Восточной Европы разными путями. Через степи Южного Приуралья и Северного Казахстана первая волна кочевников
и через оазисы Центральной Азии, Южный Прикаспий, Закавказье, вторая и третья волны. Оказавшись в Восточной Европе, сарматы попали в поле зрения античных авторов. На древних картах привычное обозначение степной части Европы Скифия сменяется названием Сарматия. Первое упоминание о савроматах, в которых многие склонны видеть предков сарматов, мы находим у греческого историка и путешественника Геродота, автора знаменитого труда «История». Геродот, посетивший греческую черноморскую колонию Ольвия, сообщает: за рекой Танаис, древнее название реки Дон, уже не скифские края, но первые земельные владения там принадлежат савроматам. Генезис этой культуры представляется результатом довольно сложных политических, экономических и хозяйственных контактов, происходивших все же в Южном Приуралье. Там сформировалась в основном эта культура. И оттуда она приходит на территорию Восточной Европы. Этноним «сарматы» – историческое обобщение. Они не были единым народом и представляли группу родственных племен – аурсов, аланов, сираков, языгов, роксоланов. Эти племена придерживались самостоятельной политики и не всегда были в дружественных отношениях между собой. По дошедшим до нас собственным именам сарматов установлено, что они, как и скифы, были ираноязычны. Степное побережье Черного и Азовского морей, бассейн реки Дон – места естественного присутствия кочевников. Исследователям важно понять особенности жизни сарматов, но крайне сложно воссоздать историю народа, не имевшего городов и не знавшего письменности. Кочевую культуру изучают по отрывкам древних текстов и археологическим памятникам. Сарматы оставили после себя на всем протяжении Великой Степи свидетельство своего пребывания. Это курганы, земляные насыпи, которые возвышаются над местом погребения. Курганы встречаются повсеместно, став неотъемлемой частью современного степного ландшафта. Они стоят вдоль дорог или возвышаются прямо посреди распаханных полей. Как и тысячи лет назад, они впечатляют своим величием, господствуют над окружающим пространством. Топографическая съемка курганов в степях Евразии позволяет сделать вывод о том, что они расположены не хаотично. Курганы возникли вдоль маршрутов движения кочевых племен. Эти данные подтверждают снимки поверхности Земли из космоса. Российские орбитальные спутники ведут постоянный мониторинг всей территории степи, помогая вести охрану курганов как национальных археологических памятников. Курганы представляют огромный интерес для реконструкции духовной культуры кочевников. Согласно верованиям сарматов, в погребение помещали предметы, которые понадобятся в загробном мире – оружие, конскую упряжь, посуду и украшения. Одной из задач археологического исследования является проведение раскопок древнего захоронения, сокрытого в толще земляного кургана. Это кропотливый и трудоемкий процесс, требующий внимательного изучения грунта. Всякая, даже самая незначительная деталь несет информацию из прошлого. День за днем исследователи погружаются в культурные пласты древности. Археологи воссоздают минувшее по ритуальным предметам и найденным останкам людей, фрагментам керамики и сохранившимся украшениям.
Захоронения раскрывают нам совершенно особый мир сложных образов и материальных достижений культуры, на существование которых не было даже намеков ни в одном из дошедших до нас древних текстов. Спустя тысячелетия сокровища золотой коллекции начинают рассказ о былом могуществе, красоте и силе удивительного народа, известного под именем сарматы. И открытия археологические последних лет в области скифо-сарматской археологии показали всему миру необыкновенное величие этой древней культуры. Великолепные образцы художественной бронзы, золота, серебра показали, что мир до сих пор не знал этой части своей собственной культуры. И мировая культура открывает для себя эту великую страницу древней истории, и, конечно же, интерес к этой странице истории огромен. Нам, современным людям, важно понять, как была организована жизнь сарматов. Предметы, которые находят археологи, дают представление о материальной культуре кочевников, об уровне технологических навыков и знаний. Коллекция сарматских золотых предметов музея города Азова характеризует эстетические пристрастия сарматов, помогает представить структуру их религиозного опыта. Важно отметить, что мир жизни и мир смерти в сознании кочевников были четко разделены. Многие предметы, которые находят в захоронениях, изготавливались именно для погребения и не использовались в обычной жизни. Живая культура, в которой, скажем, мы с вами живем, и мертвая культура, с которой сталкиваются археологи в археологическом памятнике, они абсолютно различны. Любая вещь, переходя из живой культуры в мертвую, меняет свое внутреннее содержание, она становится другой. Она переходит в другую культуру. Какие-то элементы их материальной культуры мы знаем, но вот очень хорошо понять эту культуру мы все-таки не можем. Еще и по той причине, что культура оседлого населения, которая оставляет поселение, она более информативна. Поселение более информативно для науки, нежели погребение. Погребение – это очень специфический комплекс. Он связан с верованиями, допустим, в могилу могут положить одну вещь и никогда не положат другую. Никогда. Но это же не значит, что у сарматов не было этой вещи, она была. А такую вещь мы можем найти на поселениях. Но поселению этого народа нет. Это кочевники. И оказывается замкнутый круг нерешенных проблем, которые в какой-то части, может быть, мы когда-то решим, в какой-то части мы не решим их никогда. Один из древних источников сообщает, что, как и персы, сарматы поклоняются мечу. О почитании меча аланами писал римский историк Амиан Марцелин. У них не видно ни храмов, ни святилищ. Нигде не усмотреть у них даже покрытых соломой хижин. Они по варварскому обычаю втыкают в землю обнаженный меч и с благоволением поклоняются ему, как Марсу, покровителю стран, по которым они кочуют. Кочевое общество, в силу самой своей специфики, оно не может быть автаркичным, то есть оно не может быть замкнутым. Кочевое общество не может никогда существовать без продуктов общества земледельческого. В отличие от земледельческого общества, от оседлого населения, которое существовать без продуктов кочевой цивилизации может. По той простой причине, что продукты животноводства у оседлого населения есть свои. Сарматы постоянно контактируют с оседлыми народами. Ближайшие соседи кочевников
Боспорское царство, греческие колонии, расположенные на побережье Черного моря и в дельте реки Дон, а также земледельческие племена Прикубанья. Сарматы вели широкий торговый обмен, продавая шкуры животных, рабов, оружие и скот. В античных греческих городах они покупали продукты сельского хозяйства, искусные ювелирные изделия, ткани и одежду. Греки продавали сарматам керамику, зеркала, оливковое масло и вино. В сарматских курганах археологи находят золотые изделия, стекло и керамику из Центральной Азии, Ирана, Ближнего Востока и Египта. Прослеживаются связи с Китаем и Индией. Не всегда взаимоотношения сарматов и оседлых культур были мирными. Военное превосходство и нужда кочевников в продуктах земледелия и ремесла приводили к грабительским походам. С некоторыми оседлыми народами сарматы установили даннические отношения. Все отношения кочевников, в том числе и сарматов, с окружающим миром строились на основе агрессии. Для того, чтобы получить продукты, характерные для оседлого типа хозяйства, кочевники должны были проявить определенную агрессивность, то есть они должны были подчинить себе это оседлое население. Множество артефактов находят при раскопках недавно открытых древних поселений. Экспедиция под руководством археолога Бориса Раева ведет раскопки древнего поселения представителей оседлой миотской культуры, непосредственно соприкасавшейся с племенами сарматов. Городище огромное по своей площади. Это одно из самых больших миотских городищ на Кубани. По данным письменных источников, по координатам, которые приведены у Птолемея, это городище можно идентифицировать с упомянутым Птолемеем городом Сирака. Некий город в стране сираков, это местное племя, которое обитало в Прикубанье, и столица его, или не столица, но один из их городов – это город Сирака. Сопоставление археологического материала поселений с памятниками сарматской культуры помогает исследователям лучше понять характер взаимоотношений между кочевниками и оседлыми племенами, представить повседневную, будничную жизнь этих народов. Эти глиняные сосуды пролежали в земле более 2000 лет. Художник-реставратор стремится точно воссоздать форму изделия, изучает структуру рисунка. Древняя керамика – очень информативный археологический источник. Сосуды бытового и ритуального назначения несут большой объем ценных исторических свидетельств. Клеймо на извлеченном из погребения предмете позволяет не только установить место его изготовления, но и довольно точно определить время возникновения кургана. Попадая в стены музея, находки проходят долгий путь восстановления и скрупулезных исследований. Лишь затем они станут экспонатами престижных международных выставок, материалами для сенсационных фотографий в каталогах и красочных альбомах. Реставрационный процесс направлен на воссоздание аутентичного облика найденных предметов. Многие украшения из благородных металлов не цельнолитые, а изготовлены из тонкой фольги, нанесенной на деревянную основу. С течением веков органическая основа истлевает, и украшение разрушается под весом грунта. Ювелиру-реставратору необходимы опыт и интуиция художника, чтобы в горстке золотых пластин разглядеть произведение древнего искусства, суметь восстановить его облик в первозданной целостности и красоте. Сарматы охотно пользовались импортными вещами, что не исключало наличие у них и собственных ремесел. Успехи сарматских мастеров в гончарном, оружейном,
ювелирном деле достойны самой высокой оценки. Они умело использовали золотое литье, чеканку, а также тиснение по золотой фольге. Для искусства сарматов характерен зооморфный или так называемый звериный стиль. Исполненная динамики изображения животных, в котором гармонично сочетаются реализм и стилизация. Фигуры хищников с гибким телом, неукротимые кони, орлы и грифы представлены с удивительной выразительностью деталей. Часто мастера наполняют свои произведения образами мистических существ. Важной чертой сарматского стиля была его полихромия, многоцветность, которая достигалась при помощи широкого использования драгоценных и полудрагоценных камней, стекла и цветной эмали. Вместе с тем сарматы не отвергали античную культуру. Они принимали ее фрагментарно, исходя из комплекса своих представлений и эстетических пристрастий. Античные мастера, выполняя заказы сарматов, искусно сочетали звериный стиль с классическими мотивами. Замысел мастера пленяет смелостью исполнения. Застывшие в стремительном прыжке фигурки оленей. Браслет ярко демонстрирует эстетику зооморфного стиля. Художественная выразительность, экспрессивность, стилизация образа заставляет забыть о возрасте браслета. Представляет большой интерес находка ритуального серебряного кувшина с зооморфной ручкой в виде фигурки хищника, гравированного сюжетными сценами. На сосуде ясно читаются сюжеты древнеиранских духовных текстов Авесты. Вероятно, этот сосуд привезен из Парфии. Коневодство и скотоводство являлись основой хозяйства сарматов. Переход с пастбища на пастбище определял ритм кочевой жизни. Все необходимое перевозилось в повозках. Конь – постоянный спутник кочевника. Все походы совершались на коне. От его выносливости и силы зависела сама жизнь сармата и его общины. Лошадь – это было все. Это была пища, это было средство передвижения. Это, в общем, это была жизнь. Это люди, настолько слившиеся с конями, это были настолько любые кочевники, конники. Но мы прекрасно знаем из истории, из этнографии, как жители России, давно и тесно сталкивающиеся с монголо-татарами, да, как мы называем на самом деле с монголами, и с кочевниками причерноморских степей, мы хорошо знаем, что вся их культура была основана на коне. На коня высаживался человек в 2 года, и в 52 его на этом коне отвозили под курган захоранивать. Но конь при этом не был культовым животным, абсолютно. То есть это было некое средство жизни. Он не стал, например, таким культовым животным, как коровы в Индии, да, которых мы знаем все, или кошка в Египте. Реставратор работает с бесценными золотыми элементами упряжи. Сарматы оставили рядом с умершим этот сакральный символ жизни человека в степи. Сарматы традиционно украшали своих скакунов. Погребальные сооружения донесли до нас облик сарматского конского снаряжения. Фалары – элементы парадной конской упряжи. Это круглые пластины из золота или серебра, декорированные рельефным орнаментом либо рисунками. Они размещались на перекрестьях упряжных ремней. Фалары небольшого размера могли закрепляться по бокам упряжи. В то же время крупный фалар размещался на груди скакуна. Этот фалар представляет собой сложный скульптурный комплекс, центром которого является узорчатый агат. Он окружен золотым рельефом, состоящим из фигур, лежащих друг за другом львов. Композиция включает вставки альмандина, бирюзы и стекла.
Особое внимание обращает на себя массивный золотой фалар-нагрудник полусферической формы. Его вершину украшает медальон, состоящий из вставки крупного драгоценного камня альмандина, которому во все времена приписывали магические свойства. Орнаментальные полосы инкрустированы бирюзой и розовым кораллом. Обилие декоративных элементов упряжи, массивных фаларов, золотых составных бус, подвесок и пряжек подтверждают мнение исследователей об особом отношении сарматов к коню. Мы можем только представить, насколько величественно и монументально выглядел знатный сарматский всадник, когда его конь был украшен роскошным золотом и серебром. Жемчужина золотой коллекции Азовского музея – чепрак или конская накидка. Эта редчайшая находка является уникальной и не имеет аналогов. Она включает в себя более 15 тысяч нашивных бляшек из чистого золота. Конская накидка – величественное произведение искусства. Ее первоначальная тканная основа, за многие столетия проведенной в земле, была утрачена, но все золотые фрагменты сохранились в первозданной красоте. Накидка была украшена золотыми бляшками 8 типов. Все бляшки исполнены в технике тиснения. В месте погребения археологам удалось частично зафиксировать первоначальное положение элементов, что позволило с некоторой долей вероятности восстановить орнаментальную композицию. 15 лет потребовалось реставраторам, чтобы найти наиболее достоверный вариант расположения золотых деталей. Ученые предполагают, что этой золотой накидкой покрывали жертвенное животное, превращая его таким образом в божественного небесного коня, посредника между двумя мирами или спутника усопшего. Каков был облик сарматов? Что выражали их лица? Какой цвет и разрез глаз преобладал? Останки кочевников – объект скрупулезного изучения антропологов. Исследования скелета, пропорции костей черепа позволяют утверждать о европеоидной расовой принадлежности сарматов. Античные авторы говорят о высоком росте сарматов, об их стройном и крепком телосложении. Цвет глаз был светлый, волосы длинные, русого оттенка, мужчины носили бороды. Костюм сарматов сформировался как одежда всадника. В отличие от греков и римлян, они носили узкие штаны, заправленные в мягкие кожаные сапоги. Сарматы вошли в мировую историю как народ исключительной военной храбрости. С гибелью Великой Скифии они стали единственной мощной силой на территории степей Восточной Европы. По сути, они представляли собой хорошо подготовленную, прекрасно вооруженную, закаленную в сражениях армию. Их независимость от других народов была гарантирована военной силой. Кочевники, сарматы принимают активное участие во всех военных политических конфликтах этого времени. Они принимают активное участие в событиях военных в Центральной Европе. Они активно участвуют в борьбе на Ближнем Востоке. Они служат за определенную плату то парфянским царям, то армянским царям, активно участвуя в борьбе Армении и Парфии. Они с огромным удовольствием продают свою воинскую доблесть и удаль тому, кто больше платит. К I веку нашей эры сарматы уже соседи Римской империи. На Дунайской границе у них все чаще возникают военные столкновения с римскими войсками.
Их силу и военную доблесть Рим оценил сразу. Это привело к заключению мирного договора, который принес императору Марку Аврелию титул «Сарматский». С этого момента военная мощь сарматов активно используется в империи. Они принимают участие в военных кампаниях на правах иностранного легиона. По условиям мирного договора сарматские племена языгов направили в Рим 8 тысяч всадников, из которых больше 5 тысяч было переброшено в Британию для охраны крепостей под управлением римских военачальников. В хорошо известном цикле легенд о короле Артуре и рыцарях круглого стола многие исследователи усматривают черты, свойственные дружинному характеру организации сарматского войска. Это может быть связано с сарматским присутствием на Британских островах. Существует глубокое убеждение британских историков в том, что эта группа сарматов оказала серьезное влияние на формирование шотландской культуры. Шотландцы и генетические легенды, генеалогические легенды ряда крупных шотландских родов возводят свое происхождение к группе сарматов, оказавшейся на Британских островах. Так, казалось бы, далекие и не связанные между собой народы оказываются связанными узами очень древней истории. На самом деле в Шотландии существует и достаточно часто употребляется известна корневая основа «дон», обозначающая воду на иранском языке. Шотландцы также воинственные, скотоводческие племена и ведут образ жизни очень близкий, по крайней мере это в средние века, очень близкий к тому образу жизни, который свойственен был сарматским племенам. Уникальным образцом сарматского оружия является кинжал с золотой рукоятью и золотой обкладкой ножен, выполненный в зверином стиле. Рельеф ярко иллюстрирует фатализм психологии, боевой настрой, непреклонность, веру в свои силы сармата-воина. В золотом узоре мы прочитываем драматические сцены борьбы. Последовательные композиции развивают сюжет борьбы орла, символизирующего воинство, и верблюда, символизирующего земледельцев. Двугорбый верблюд тревожно смотрит вверх. Нападение орла на верблюда. Сцены терзания орлом верблюда. Жизнь сармата – постоянная борьба. В ней нет мира и покоя. Это противостояние, которое может завершиться победой или смертью. Сила сарматов проявлялась и в том, что их кочевой уклад имел удивительную особенность. Женщины имели равные права с мужчинами своего рода. Вот это необыкновенное положение женщины в сарматском обществе сделало историю сарматов достаточно заметной на фоне кочевнической истории древности. Прекрасные, грациозные всадницы, свободно обращающиеся с оружием, кардинально изменили античные представления о месте женщины в обществе. Ведь для греков, у которых женщина не могла пойти даже на рынок без мужа, без сопровождения своего повелителя, вдруг увидеть женщину, скачущую на коне, владеющую луком и стрелами, мечущую копье и дротики, было просто неприемлемо для этой культуры. Увидев воинственных женщин, они тут же признали в них амазонок. Но поскольку эти воинственные женщины не очень походили на тех амазонок, о которых слагали мифы древние греки, они тут же изобрели другую формулу, благодаря которой сарматы и близкие их родственники савроматы являются ближайшими родственниками амазонок. Они произошли от амазонок. Возможно, воинственный образ амазонок связан с тем, что женщины сами охраняли стада и хозяйства, когда мужчины уходили в длительные военные походы.
Прочно вошедшее в античную этнографическую традицию представление об особой роли женщины у сарматов находит подтверждение в материалах археологических экспедиций. Во многих курганах центральное погребение является женским. Наряду с обычными для погребального инвентаря вещами в них находят оружие и принадлежности конской сбруи. Ученые считают, что во главе некоторых сарматских племен стояли женщины. Это ожерелье принадлежало представительнице знатного сарматского рода. Оно состоит из золотой цепи сложного плетения и массивной подвески. Этим флаконам более 2000 лет. Поразительна тщательность и мастерство, с которым изготовлены эти миниатюрные предметы. Женщина всегда была женщиной. Скорее всего, хозяйка использовала их для благовоний. Но в IV веке нашей эры, в результате нашествия с востока новой мощной кочевой волны, гунской кочевой волны, сарматы не смогли ей противостоять. И около 375 года нашей эры потерпели сокрушительное поражение от гуннов. Часть населения степи сарматского была уничтожена, часть сарматских племен вошла в Гунский союз. Это было всегда на протяжении всей кочевнической истории. Приход новых кочевников, новой кочевой знати приводил к исчезновению аристократии предшествующего времени и сохранению традиционных кочевников, рядовых кочевников на местах. Вот то же самое произошло в степи в IV веке нашей эры. Но эта часть сарматского населения утратила и самоназвание, утратила отдельные элементы своей культуры, но все-таки сохранила язык и еще долгое время известна была на просторах Восточной Европы под именем асы, осы. В дальнейшем эта группа населения осела в Центральном Предкавказье. Отсюда происходит название современного народа и современного государства Осетия, осетины, осы. Значительная часть сохраненного генетического и культурного фона сохранилась именно здесь, на территории Осетии. Вот это современное, так сказать, выражение этой сарматской канувшей в лето культуры. Древние кочевые народы растворились во мгле веков. Вместе с тем, многие их навыки и умения перешли к другим народам, став неотъемлемой частью их повседневности. Археология наблюдает общее явление, подобное эстафете, когда лучшие ремесла и достижения становятся глобальным опытом человечества. Наша работа заключена в том, что мы восстанавливаем прошлое, которое, казалось бы, настолько далеко и настолько не нужно сейчас людям, которые летают на каких-то межпланетных станциях и пользуются интернетом. На самом деле это совершенно не так. Совершенно ведь люди, которые, современные люди, пользующиеся всеми этими благами цивилизации, они не могли бы ими пользоваться, если бы не было тех людей, которые жили на этих городищах и которые учились делать керамику, перемалывать зерно и так далее. Поэтому мы просто должны изучать эту культуру, эти культуры, мы должны их знать, и это чрезвычайно обогащает нас. Сокровища сарматов, хранящиеся в музее города Азова, богатейшая коллекция мирового значения. Это память о народе, который на протяжении 8 веков был активным участником европейской истории.